Салем, друзья, вы на канале Бизнес по-казахски. И сегодня мы разберем с вами одно из самых популярных японских блюд, как суши, а точнее одну из самых полюбившихся алматинцам доставку суши под названием Пика-Пика. Знакомьтесь, это Касым, сооснователь доставки Пика-Пика. Касым, расскажи, пожалуйста, что нас ждет сегодня интересно в этом выпуске. Салем, друзья! Сегодня мы поговорим о нашей компании, Так. через какие сложности нам пришлось прийти, какие у нас есть результаты, какие планы. Ну и в конце выпуска мы разыграем очень крутой приз. Касым, расскажи, пожалуйста, как ты пришел к своему бизнесу, какие были вообще сложности? Ну, бизнес мы открыли с партнерами, Так. Алмат и Оскар. Они уже на тот момент вели другую франшизную компанию, тоже по доставке роллов, в городе Актубе, уже на протяжении 1,5 лет. Ну и как-то мы решили, что самый интересный рынок в Алматы, что уже, в принципе, пора открываться здесь по своим правилам, без ограничений франшизных. Вот. Поэтому мы создали, в принципе, свой бренд. То есть твои партнеры вели в Актубе франшизный бизнес, и вы решили сюда переехать и открыть свою доставку суши. Все верно? Да, все верно. Как вы придумали логотип? И вообще важен ли на сегодняшний день брендинг, хороший логотип, название? Это достаточно важные вещи, потому что через брендинг, через логотип ты говоришь, пытаешься показать, кто ты есть, о чем твоя компания. А является ли это самой главной вещью? На самом деле я так не думаю. Как показывает практика, ребята с разным качеством оформления тоже успешные, поэтому мы, наверное, сторонники продукта. Ну вот что значит Пика-Пика? Пика-пика с японского языка означает яркий. То есть мы перелопатили, в принципе, словарь японский, нашли слово, которое очень хорошо звучит и ложится у наших людей, потому что это прямая ассоциация с Пикачу, потому что он тоже постоянно говорил Пика-Пика. Поэтому как-то это все хорошо легло, и нам понравилось, и мы это оставили. Касым, где мы сейчас находимся? Что это за точка такая? Улица Чуланова, одна из наших точек, которая охватывает микрорайоны. Это очень популярный район, где достаточно большое количество заказов, спальные районы. То есть, поэтому он очень классно нам подошел, мы его и в принципе взяли, потому что очень много парковочных мест для курьеров, все очень удобно. Как вообще вы выбираете точки? Географически, для того, чтобы быстрее делать доставки, мы смотрим на карту и распределяем точки так, чтобы было комфортно и удобно доставлять туда, где наши клиенты заказывают. Какая здесь площадь? Ну, около 50 квадратных метров. Давайте, может, зайдем посмотрим тогда? Да, конечно, проходите. Так, нам уже выдали шапочки. Ага. Самое главное соблюдать, как это называется, требования. Да. Это вообще хватает? Это считается маленькая точка? Ну, этого достаточно для осуществления, около 100-150 заказов в день. В день? Да. Классно. Ну, то есть по этому району хватает, да? Ну, на данном этапе, да. Здесь, в принципе, в 3 километрах есть еще одна точка, она побольше, и она забирает там, когда есть перегруз, поэтому как-то так. Какие сложности случаются на кухне? Ну, в основном это человеческий фактор. Где-то что-то забыли, какой-то ингредиент положить, где-то что-то иногда бывает, что может попасть пищевая, пленка. Это у всех бывает. Никто об этом не говорит, но такие ситуации там очень редко, но они случаются, потому что опять же, человеческий фактор. Да. У вас такое бывало? Бывало, конечно. То есть мы стараемся максимально быть лояльными клиентам. То есть если такие случаи происходят, мы полностью заказы обычно переделываем. Поэтому да, для нас тоже очень важно, чтобы поддерживать сервис и быть на одной волне с клиентами. Так, что это такое? Какие-то картинки, я так понимаю, как нужно готовить суши? Все верно. Здесь указан, это техкарты. Здесь указаны какой процентаж, граммовки, какие ингредиенты для того, чтобы приготовить ролл, какие соусы необходимо добавлять. Все здесь прописано в граммажах. Здесь у нас стоят весы, то есть все перед глазами у сушиста. И, в принципе, то есть все сделано так, чтобы было очень просто. То есть заготовки и продукцию сделали здесь,
непосредственно и отправляют отсюда, да, как обычно? Я просто не сильно разбираюсь. Чис- Частично да, но у нас есть на Марково цех, Цех то есть есть. для того, чтобы вкус везде был одинаковый, Мгм. соусы, там рыбу для Филадельфии, какие-то моменты очень важные, Мгм. тонкие, мы делаем именно там, для того, чтобы это делал один человек, чтобы вкус везде был одинаковый, да. Прикольно. То есть у вас какой-то есть один технолог, который постоянно делает одни и те же вкусы, или как это? Ну, у нас есть повар, который непосредственно этим занимается. Мгм. Ну и, соответственно, мы стараемся держать вкус, чтобы не отличалось, да, там в 6 наших точках А, по вкусу роллы. а этот повар с вами прям с основания был? Открытый или- Нет, они меняются. меняется? К сожалению, очень большая проблема и текучка с персоналом в общественном питании, потому что есть очень много альтернатив попроще, те Мгм. же самые вот мобилографы, Мгм. видеографы, СММщики, да, и молодежь неактивно идет на работу, где нужно А. механически, физически прям работать. У нас есть такая глобальная проблема с наймом персонала. Это вообще проблема в целом в Казахстане? Да, в целом в Казахстане, потому что мы были на одном форуме, представитель Headhunter Мгм. говорила, что по странам СНГ в среднем на одно рабочее место Мгм. 1,5 человека. То есть, Мгм. грубо говоря, из 1,5 человека мы выбираем себе кандидатов. Но это Офигеть. образно, конечно, есть кандидаты Это именно в определенные. общепите. Да, именно в общественном питании. Алмат, можешь, пожалуйста, рассказать нам, как происходят вообще ваши процессы на кухне? Ага. Сейчас мы находимся на точке Казахфильм. Мгм. У нас есть офис, где девочки принимают заказ по телефону или в WhatsApp. Также у нас можно заказать через агрегаторы Volt и Яндекс. Эти два агрегатора мы интегрировали. Напрямую заказы от клиента поступают к нам на терминал. Используем программу Айка, очень известная, знаменитая программа в ресторанной сфере. Заказы поступают сюда. Здесь администратор видит данный заказ. Если же в течение 5 минут он не распечатывает чек для кухни, то заказ выходит на кухню автоматически. Классно. А сразу интересно, вот эта программа, она практически популярная среди всех ресторанов, да? Да, в основном все, кто работают на доставке, в большинстве своем используют программу Айка. Мгм. Также есть программа Аркипер среди рестораторов, но Айка именно для доставки лучше интегрирована. Сколько стоит эта программа и там какая-то аренда у нее? Да, у нее получается месячная аренда одной лицензии на одно предприятие. Стоимость для сетей 22 800 на одно предприятие. 1000 в месяц. 22 800 на одно предприятие, да. Здорово. Так, вот, значит, приходит заказ, Мгм. здесь вылазит чек. Дальше как происходит процесс? Здесь высвечивается, да, то есть номер заказа, кто заказал, источник заказа, да, Мгм. и дальше администратор распечатывает чек, на кухне появляется чек, повар начинает готовить его по готовности. Посмотрим. То есть Кухню? да. Так, это получается ваша какая точка по счету? Это наша это была 5-я точка, нет, это была 6-я точка по счету, это получается последняя точка. И то есть это последняя точка, она самая крупная, да? Это, да, то есть здесь сама кухня, она самая большая. До этого мы снимали на Чуланова, там Ага. был принцип точки, минимальной точки для того, чтобы покрыть маленький радиус. Мгм. Данную точку мы открывали с учетом того, что мы будем закрывать весь верх города, то есть все, что выше Аль-Фараби, и Это поэтому сколько точка, приблизительное количество человек вы можете? в масштабе, я думаю, это 1300 человек, ну, в смысле, проживают тут выше Аль-Фараби. Нет, а сколько вот эта точка может обслуживать в день? В день заказов от 300 до 500 заказов может обслуживать. Если та точка 100, От 100 до 150, то это 300-500. Здорово. Можем посмотреть процессы, как вообще? Да, сейчас как раз заказ собирается. Получается, у нас уникальные брендированные коробочки мы используем от Пика-Пика. Мы их, кстати, заказываем в городе Астана. А почему здесь не выгодно, что ли, заказывать? Здесь мало кто делает именно такую технологию, Интересно. поэтому нам приходится немножко заморачиваться и заказывать. в Это Астане. технология, то есть она сохраняет, я так понимаю, температуру? Да. То есть Мгм, здесь классно. внутреннее фольгирование идет, Мгм. и поэтому, когда мы сюда горячие роллы складываем, они сохраняют, не максимально сохраняют температуру, но очень приближенно к комфортной температуре приходят роллы. Так, сколько стоит такая упаковка одна? Если брать в единицы, то стоит 95 тенге на 95 данный тенге? момент. Да. Мгм. Ну это хорошая, выгодная цена? Это выгодная цена, это даже выгоднее, чем эко-упаковки. Ага. Хотя это тоже эко-упаковка, Мгм. здесь даже есть стандарт Мгм. эко
получается, установлено. Мгм. То есть здесь нету ничего, не используется никакого пластика. Ой, здорово. Да, поэтому, но сейчас очень Осознанное популярно. использование. Да, сейчас используют эко-упаковки многие. Вот она, кстати, вот такая упаковка. Данная упаковка стоит в районе 120 тенге. Вообще так дорого. А я не знаю. То есть вы сами разработали, где-то печатаете, это специальная какая-то типография должна быть? Или как? Да, это типография, они работают по всему Казахстану. Мгм. Мы разработали дизайн, у них уже были размеры, у них была форма коробки была уже, и мы попросили сделать внутреннее фольгирование. Мы, наверное, единственные, кто используем это внутреннее фольгирование в Казахстане. Вот, Классно. и мы отправили, да, начали сотрудничать с первого дня открытия. Так, супер. Давайте посмотрим, что у вас еще есть. Вот мне всегда было интересно, как понимать, с какими брендами сотрудничать, и как вообще выходить на них, или они сами выходят? Когда мы заходили на рынок Алматы, конечно же, мы посмотрели по популярности, то есть спрашивали, когда мы открыли первую точку, у нас была на точке, был рядом магазин, и там были холодильники с Кока-Колы, холодильники с Пепси были, и мы в первую очередь задали вопрос, как часто обновляются холодильники, и они сказали, что холодильник с Кока-Колы обновляется гораздо быстрее, чем с Пепси. И поэтому мы выбрали Кока-Колу, связались с Кока-Колой, они нам предоставили интересные условия, как для новичков рынка, вот, и мы начали сотрудничать с ними. А какие сейчас условия с Кока-Колой? Сейчас стандартные условия, которые они предоставляют для Вы ресторанов. можете раскрыть цифры? Я сейчас, наверное, не вспомню, но Coca-Cola литровая, например, она у нас идет в подарок, она очень ликвидная получается у нас, и ее стоимость сейчас в районе 360 тенге. Так, Да, вес да, какой? Ну, это в смысле 360 это себестоимость. Ага. Мы Вы ее не в подарок продаем, идете? мы ее не продаем, она дается в подарок. А здесь, допустим, Coca-Cola 0,5, мы ее покупаем по 280, продаем по 500 тенге. По 500. Да. 2 раза, да, получается? Ну, почти в 2 раза, да. А лимонады? Лимонады у нас, это, кстати, новинка в нашем меню. Мы делаем лимонады каркаде, это желтый, это цитрусовый, и мохито. У них у всех разная себестоимость, но вот мохито и цитрусовые, они стоят 790 тенге, а каркаде стоит 590. Себестоимость у них в районе 400 тенге, у каркаде же себестоимость 200 тенге. Ну, также где-то в 2 раза. Так, дешевле. интересно. Что больше всего пользуется популярностью? Какие напитки? Больше всего пользуются популярностью Coca-Cola. Кола, да? Да, да. Суши это и суши и пицца это в первую очередь Coca-Cola. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Как вообще происходит процесс готовки? То есть у вас на кухне сколько поваров? У нас на кухне три Три повара. стандартный набор. Это 2 сушиста и 1 пиццерист. Получается, 2 сушиста это универсалы, которые готовят горячие блюда, которые готовят закуски и которые готовят роллы. Вот, и в основном 2 сушиста достаточно до 75 заказов. Дальше, когда мы превышаем эту планку, мы всегда добавляем плюс 1 человека. Как вообще находить сушиста? Этому надо обучаться или вы обучаете сами? Ну, мы прошли обучение, да, по поводу найма, как правильно нанимать персонал в компании HR Capital. Вот, мы сейчас обучаем своего собственного HR. До этого у нас не было HR. Вот, сейчас она проходит обучение и потихоньку взяла бразды найма на себя. Вот, да, довольно-таки сложный момент с наймом персонала, потому что это достаточно узконаправленная специальность, именно сушист. Вот, и мы ищем, как и все, в принципе, через Headhunter, через OLX. Но имеется в виду, сушисты, они уже приходят со знаниями? Или Да, вы в их основном, все-таки там обучаете как-то? У нас был опыт обучения сушистов, но так как мы динамично растем, поэтому нам необходимо заполнять кухни быстрее, и поэтому мы набираем ребят с каким-нибудь базовым опытом, хотя бы полгода стажа обязательно. Здорово. Так, вот В данный можешь момент сейчас показать, он как- выполняет заказ. У него здесь вот висят все чеки, Ага, то есть так. он видит, какие заказы нужно делать. Сейчас, Айбек, ты кто заказ делаешь? Запеченная фантазия. Сет из 4 роллов, да, получается? Да? То есть вы открылись во время пандемии? Именно понимаю. так. Да, мы открылись во время пандемии, потом мы прошли серию локдаунов, да, которые, к счастью, нам помогли, да, то есть и мы были рады, то, что
можем доставлять там продукт в такой период. Вообще классно. А на тот период, когда вы открывались, большая ли была конкуренция на рынке? Была огромная, я могу даже точно в цифрах сказать. Ага. Один из агрегаторов на радиус 2 километра было 24 доставки. 24 доставки. 24 доставки именно суши и роллов. Я Мгм. не говорю про других ребят, да. То есть была конкуренция бешеная, но благо здесь мы очень активно работали над маркетингом, над раскруткой, над пиаром, поэтому, наверное, это нас и спасло. Оскар, я так понимаю, ты в компании больше отвечаешь, наверное, за финансы, поэтому к тебе сразу же будут такие финансовые вопросы. Какие вложения были вот на первоначальном этапе? Получается, в 2020 году Ага. мы создали ТОшку, ну, то есть в рамках нас троих с Ага. равным долевым участием. Ага. Каждый должен был скинуть по 10 миллионов. Так. То, в общем, 30 миллионов тенге. Вот, это первоначалка была наша. Так, Первый капитал. хватило? На первую точку хватило на то, чтобы, получается, создать брендбук, логотип, все эти продвижения, то есть Маркетинговые. маркетинговые расходы. Сколько Да. на них ушло? Ну, около 5 миллионов где-то, 5 да. миллионов. И 5 миллионов это операционные расходы, то есть закуп, аренда, Мгм. то есть и первоначально мы там где-то месяца два еще доходили до точки безубыточности. Мгм. Вот на эти деньги мы жили. А 20 миллионов куда? 20 миллионов ушло у нас на помещение, то есть Мгм. ремонт, закупка оборудования, инвентарь, подведение самого помещения к стандартам, потому что мы сами по себе все трое инженеры, да, и мы любим, интересно. да, то есть у нас у всех техническое образование, и мы любим, чтобы все было по уму, да, то есть чтобы и высота кафеля как минимум, ну это, я думаю, все к этому более-менее хорошие компании стремятся, Мгм. да. По техническим спецификациям кабеля, то есть это, не знаю, говорю, оказывается, может, уже Это сколько. совсем да, такие глубинные вопросы. Вот Да. давай вот так, по ремонту. Сколько ушло на ремонт денег? Около 12 миллионов, 12 миллионов. да. Закупка оборудования? Около 6 миллионов, ну, где-то так. Это в первый, да, то есть мы Мгм. же только начинали в этом пути, может, где-то много ошибок сделали, на самом деле. Сейчас, если бы цены не индексировались Мгм. со временем, мы бы, каждая точка была бы нам дешевле, но худо-бедно, то есть мы где-то в этих рамках держимся, потому что мы каждый раз подходим все умнее и умнее к открытию точки. У нас ведь недавно только появился сотрудник РМТО, мы его называем, это Мгм. материально-техническое оснащение, да, то есть Мгм. для обслуживания, в принципе. Человек, который ремонтирует все оборудование, Мгм. потому что оно выходит из строя, да, это жар, это силовые установки, где у нас жар, да, например, очень много потребляют, и они часто выходят из строя. Тестомесы, например, или банально, да, лампочка, например, перегорает. Раньше до этого человека мы сами ездили каждый раз по вечерам, это прям 100 за 200 вечером звонит сушеф, слушайте, вот это вот вышло из строя. У нас у всех уже свой чемоданчик ремонтный, то есть у каждого, по сути, там с запчастями, инструментами, кто был рядом, мы подъезжали и сами ремонтировали. Мгм. Ничего себе. Какой на сегодняшний день у вас меню? Меню в каком плане? Что у вас есть? Мы готовим роллы, мы готовим пиццу, мы готовим десерты. Вот новинки в меню тоже полгода назад мы ввели мотти, сейчас набирает потихоньку популярность. Также мы готовим горячие блюда, это удоны, супы, то есть паназиатская кухня. То есть это том-ямы, рамены и такое. На мисо, например, можем тоже приготовить. Давай сразу топ-3 А, популярных самых Так, блюда, которые заказывают. топ-3 среди роллов. Первое это Филадельфия, Филадельфия. второе это саки темпура, Мгм. и третье это поцелуй гейши. О, интересное Да. название. Интересно название. Да, это, кстати, тоже новинка для этого города, наверное, Ага. была. Мы привезли рецепт с города Ахтубе. Ага. Вот, здесь он очень понравился местным ребятам. Мгм. Вот, по пиццам у нас топ. Это на первом месте пицца пепперони, Так. на втором месте маргарита и на третьем месте 4 сезона. Мгм. По горячим блюдам на первом месте это том-ям, Том-ям. да, и удон с курицей. Так, давай сразу. Вот ты говоришь, самый популярный это Филадельфия. Мгм. Какая стоимость на сегодняшний день? На сегодняшний день стоимость Филадельфии 3090 тенге. 3090. Да. Это считается вообще адекватная цена по рынку? Это очень адекватная цена. Потому что раньше, я помню, когда заказывал последний раз, вот 1500 тенге, или у вас какая-то она особенная? Нет, мы когда 2 года назад открывались, у нас цена была 1700 тенге. Видимо, я давно не заказывал просто суши. Скорее Поэтому не всего, знаю. да. 2 раза, да, поднялись? Да, цены в 2 раза Офигеть. поднялись, хотя цены на импортные продукты поднялись почти в 3 раза. Мгм. Вот поэтому мы стараемся удержать цену так, чтобы было
адекватно и так, чтобы было доступно. Так, тогда себестоимость Себестоимость на сегодняшний день в Филадельфии 1500 тенге. 1500. Да. То есть опять 2 раза. Два раза, да. Два Но раза. это такой принцип, который мы Мгм. стараемся Пицца. держать. Пицца. Самая популярная. Нет, себестоимость Э, и стоимость. Стоимость пепперони, допустим, да, это у нас самая дорогая пицца, потому что она Мгм. самая популярная. Пепперони. Да, она стоит 3290, а себестоимость у нее 1400 тенге. Тут уже Чуть-чуть половина, побольше, да? да. Ага. Хотя многие пиццерии, у них себестоимость пиццы в основном не превышает 1000 тенге, но у Мгм. них цена такая же, как и у нас. Так как мы используем сырные бортики и натуральную моцареллу, Мгм. у нас себестоимость чуть подороже. Так, и того, подводя итоги, самый высокомаржинальный продукт на сегодняшний день, который Это продается. горячее блюдо. Это горячее блюдо. Горячее блюдо, да. То есть это удоны в основном. Это даже не напитки. Это Даже именно- не напитки. Ага, здорово. Удоны, Там получается, себестоимость 800 тенге, продажная цена 2400 тенге. 2400. Да. Какие сложности бывают при открытии новых точек? Ну, если это новый бренд, то есть это как у Мгм. нас было, да, мы начинали с нуля. Самая такие, знаете, самая главная проблема это отсутствие заказов, а Мгм. также то, что у нас персонал тяжело было нанимать, никто нас не знал, они смотрели на нас с опаской, стоит Мгм. нам идти или нет, как долго мы продержимся. Таких компаний однодневных много в истории, Мгм. поэтому, наверное, на нас также смотрели. Потом, что еще? В это время открытия у нас был ковид со всеми вытекающими последствиями. То есть это и ограничения по времени, там проверки все, то есть и мы не могли нормально передвигаться по городу, да, Мгм. банально. То есть вот это было в начальном этапе, да, в принципе. Вот основное. Заказов не было это вообще, то есть у нас там бывало дни, когда там 5 заказов, знаете, А как 3, вы 5. вот справились с этим? Это только на характере. То есть, Мгм. да, тяжело, когда идут заказы, это морально очень сильно давит. То есть ты думаешь, может быть, и не надо было открывать, или зачем мы так поторопились. И начинаешь там с первого шага там винить себя и вообще эту всю ситуацию там неправильно выбрали, не так начали, например, либо надо было по-другому это было делать. Накручивать вообще Да, свой. вообще все эти мысли. А Но что спасло ситуацию? Вот, ну, во-первых, дружба, я все-таки думаю, то есть то, что у нас трое, а не один, то есть один, каждый друга поддерживал в этом отношении. Плюс еще уверенность того, что все-таки продукт хороший. Сегодня или завтра он зайдет. Еще родственники у нас вначале заказывали, они прям большой им рахмет. Кстати, да, за счет вас мы выжили первое время, можно сказать. То есть Вот. такой совет, да, начинайте с родственников? Да, ну то есть С мы же близких казахи, у людей. нас община большая, должны все друг друга поддерживать. И никто не просите никогда скидку, знаете, потому что это же ваш близкий человек, да, то есть он делает это руками, лучше вы ему помогите, заплатите всю стоимость, он вас точно отблагодарит за это, я вам серьезно говорю. Со временем, когда встанете на ноги. Да, именно так. Где вы закупаетесь? Мы в основном покупаем продукцию у поставщиков, Мгм. которые привозят всю продукцию на цех, Мгм. кроме овощей и специй. Специи мы покупаем на оптовке, а овощи мы покупаем на Алтнорде. То есть самые свежие овощи закупаем каждый день, практически каждый день. Что это за поставщики? Какие-то импортные или... Это местные ребята, Мгм. которые привозят импортные продукты, да. То есть у нас рыба приходит с Норвегии. Мы даже знаем, с какого завода мы берем рыбу, то есть это 169-й завод. Также мы покупаем креветки малазийские, Мгм. а угорь у нас, получается, идет с Китая. Мгм. Ну, то есть это один из популярных продуктов Китая. Так, поэтому- про суши понятно. Вот, допустим, рис для суши. тот самый. Рис. С рисом очень интересная история. Так. Мы берем рис Хансей. Компания не производитель, а компания, скажем так, дистрибьютор, наверное, Мгм. правильно будет сказать. Ну, это бренд, который принадлежит компании Рис Food. Мгм. Они производят, они упаковывают рис здесь у нас в Кызылорде Мгм. и продают под своим брендом, под российским брендом. Вот, на рынок Казахстана. Мгм. Но они Как, обозначают... как вообще вы пришли к продукции? Вы как-то тестили, пробовали, Да, какой рис да. лучше, какая мука лучше, какие креветки, откуда брать? Как этот процесс уже происходил? Конечно, этот процесс происходил путем проб и ошибок. То есть мы всегда заказываем, тестируем. Самое сложное, наверное, было подбирать рис, потому Ага. что рис очень капризный. Ну, Мгм. то есть рис, бывает рис для плова, бывает рис там, для обычного бытового Мгм. приготовления. А рис для суши, он тоже
довольно-таки интересные. То есть там важно все, да, то есть от размера до количества осколков, которые, точнее, осколков риса, которые приходится на 100 штук рисинок, скажем так. Вот, поэтому с рисом было довольно-таки сложно. Вот, а остальные продукты с рыбой тоже было, кстати, нелегко, потому что в Норвегии тоже бывают разные заводы, и не у всех рыба очень хорошая. Вот мы для себя нашли два завода, это 169 и 222, и мы стараемся запрашивать именно эту рыбу у поставщиков. Если у них нет этой рыбы, то начинаем дальше дегустировать разные варианты. Касательно остальных продуктов, да, то есть у креветок, например, один из немаловажных факторов – это размер, поэтому тоже мы заказываем, проверяем, то есть если это китайская креветка, то она очень маленькая, если это индийская, то она немного пресная. Вот мы нашли для себя такой баланс, что мы заказываем малазийские креветки. То есть на самом деле выгоднее, конечно, заказывать нашего местного производства, да? Я слышал, что у нас есть уже и какие-то фермы по выращиванию креветок. Насчет фермы по выращиванию креветок я тоже слышал, но мы не изучали этот вопрос, потому что отдаленно мы изучили этот вопрос, нам сказали тогда то, что весь объем уже выкуплен на ближайшие несколько лет, поэтому наш объем, скорее всего, им будет неинтересен. Выгодный бизнес, своя ферма креветок. Да. Сколько на сегодняшний день у вас сотрудников и какие у них условия? Ну, у нас около 80 человек сейчас работает. А начинали вы со скольки? Начинали мы, получается, сейчас я поименно Кирилл Жанар, админаш Алим Итлек, вот, да. 80 человек у вас сейчас работает в штате. Да. Кто это? Кто эти люди? Это повара, это администраторы, кассиры и курьеры. Ну, помимо 4 топ-менеджеров. Топ-менеджер это кто? Ну, да, у нас шеф-повар, это у нас есть управляющий директор, и у нас есть HR-менеджер и глава колл-центра. Так, отдел Да. продаж, я вижу. Да, отдел продаж. Сидит. Сколько вот нужно в вашей компании человек, чтобы вы продавали? На текущий момент нам нужно, чтобы в будние дни было 2 человека, и на выходных, если большая загрузка, 3 оператора колл-центра. Но это потому, что у нас в основном все более-менее автоматизировано, да, прием, обработка заказов. Как думаешь, вот на сегодняшний день на рынке вы считаетесь крупной компанией, Конечно. крупным игроком? Конечно, безусловно. Самым крупным? Нет, или- конечно нет. Не, ладно, просто это наше внутреннее желание, ощущение. Скорее всего, мы, я думаю, мы на слуху. Не скажу, что мы прям лидируем, забираем рынок. В каких-то сегментах возможно, то есть, смотря с кем мы себя ассоциируем, да. Ну, например, у агрегаторов мы точно в топах находимся. То есть, по количеству заказов, по оборотам, по лояльности как к нам, так и к ним, да. Отлично. Да. Какой у вас сейчас фонд оплаты труда? Фонд оплаты труда на текущий месяц у нас это 22 миллиона. 22 миллиона. Да, и это где-то в районе 22-24% в зависимости от оборота месячного. Да? То есть у нас штат текущий, это фиксирован относительно месяца, а вот оборот туда-сюда он немного играет в зависимости от сезонности. Хотел показать вам оборудование, которое мы используем. Начну, наверное, с пиццепечки. Это пиццепечка, которая тоже, в принципе, опытным путем была найдена нами на рынке Казахстана. Вот, Pro Kitchen. да, компания Pro Kitchen предоставляет именно эту пиццепечку. На каждой точке мы сейчас используем именно эти пиццепечки. Они нас, в основном, они нас не подводят, и они очень классные. Сколько туда можно засунуть сразу пиццы для готовки? Одновременно можно засунуть, по техническому регламенту можно засунуть 4 пиццы, но это не получается, так мы закидываем 3 пиццы. 3 пиццы. Да, максимально. Так, то есть это профессиональное оборудование, производство Производство оборудования Китай. Китай. Китай, да. Окей, сколько стоит такая печка? Данная модель стоит сейчас 350 тысяч. Она чуть-чуть дороже, чем все остальные, потому что здесь дно сделано из камня. То есть здесь Ой, дополнительно классно. камень ставится для того, чтобы пицца была более приближенная к итальянской. Давай сразу тогда покажем, какое оборудование вообще нужно, чтобы начать заниматься готовкой. Вот для пиццы нужна печь, я так понимаю, Да, стол. для пиццы нужна пицца-печь, стол, обязательно нужны весы. Также желательно иметь
холодильник с мармитами, то есть это мармиты, Что такое мармиты? то есть, точнее, гастроемкости, правильно будет сказать. Ага. То есть это здесь у нас Понял. для того, чтобы сегрегировать продукцию и держать его в холоде, чтобы не использовать ни пластиковые боксы, ничего, мы закупаем такие холодильники. Это, то есть холодильник, да? Это вот это полностью холодильник. То есть здесь, если потрогаешь, здесь охлажденные Ну, мармит прикольно. гастроемкости. Так, Мгм. здесь сразу же карта висит, Да, какие здесь- ингредиенты. Здесь Мгм. технологическая карта для поваров. Это в основном повара знают наизусть меню, но иногда, когда бывает, что редкие позиции выходят, они забывают. Всегда есть Вот возможность. чтобы, выбрать. окей, такой уголок собрать, сколько денег нужно? Вот именно вот такой уголок. Для пиццы, кстати, также я хотел добавить, что необходимо использовать тестомес. Да, это профессиональный тестомес. Так. Вместе с ним тогда такой уголок собрать будет стоить порядка, сейчас в голове посчитаю, где-то порядка 1 800 000 – 2 миллиона тенге. 1 800 000, и ты можешь уже начинать готовить. Пиццу. Свою Да, пиццу. все верно. Классно. Так, окей. Дальше пойдем. Для суши что нужно? Для суши также обязательно необходим холодильник с гастроемкостями. Такой же, как Да, там? такой же, да, для того, чтобы... Так, кстати, да, сколько он стоит? Этот холодильник стоит 350 тысяч тенге. Тоже 350. 350, Печка да. 350, холодильник, Холодильник 350. 350, да. Китайцы по одной цене все продают? В основном. В основном. Оптом сразу. Да. Так. Это у нас комбинированный холодильник-морозильник Мгм. для того, чтобы здесь держать разные продукты, которые должны быть под рукой у сушистов. То есть, То есть это, сразу как стол, да, используется? да, его используют как с рабочей поверхностью, как стол. Мгм. Это обычный стол из нержавеющей стали. Тут оборудование для запекания роллов. Это саламандр, это фритюр, тоже для жарки роллов. Давай Также сразу по стоимости тоже. саламандр сейчас стоит, если не ошибаюсь, в районе 200 тысяч. Фритюры стоят в районе 60 тысяч. Индукционная плита стоит в районе 70 тысяч тенге. Так, и в целом, чтобы оборудовать кухню, место Суши-зону, для суши, где-то выходит порядка также 2 миллионов 2 тенге. миллионов. Да. Ага. Где вы закупали и как это происходит? Оборудование, на самом деле, мы закупаем у разных поставщиков. Вот, допустим, пиццу-печку мы закупили ProKitchen. Где? ProKitchen компания. ProKitchen, Да. мгм. Данное оборудование мы купили у компании FoodPro. Мгм. То есть это столы, в Salamander. То есть вот вся суши-зона, в принципе, была оборудована у компании FoodPro. Это тоже все Это все у них было. made да. in China. Made in China, да. Окей. Ну, Ну, кроме, кстати, столов. Столы собирают в Казахстане. Мгм. То есть Ну, из чё, нержавеющей стали. Получается, китайцы могут, да? Китайцы производят очень хорошее кухонное оборудование. Но пока она нас не подводила. Мгм. Сколько метров квадратных нужно, чтобы начать работу? Вот удобно было работать поваром. На суши-зоне? Да, да. Именно на суши-зоне или в общем на кухне? Ну вот именно, да, суши-зона. Вообще для суши-зоны чем больше, тем комфортнее. Но мы берем минимально от 15 квадратов. То есть для суши-зоны От должно быть 15 15 квадратов, квадратов. да? А для пиццы? Для пиццы достаточно 8 квадратов, но мы стараемся брать чуть больше, хотя бы от 12 квадратов. Мгм. Окей, а у вас в целом здесь сколько квадратов? На данной кухне у нас квадратура, именно вот кухонная зона, 72 квадрата. 72 квадрата. Так, сразу интересный вопрос. Цена Вложений? аренды. Цена аренды 450 тысяч. тенге. 450 тысяч Да. вы платите в месяц, коммуналкой без С коммуналкой получается 600 тысяч. 600. Да. 200 тысяч уходит на коммуналку. 150 тысяч на коммуналку, 150. на этой точке. Мгм. Так, почему сейчас вот кухня большая, а сушист один? Потому что сегодня будний день, и Ага. объемы мы смотрим по прогнозам продаж. То есть если продажи мы ожидаем большие, мы добавляем один или два сушиста. Если же продажи исторически не такие большие в будние дни, то мы стараемся сокращать. Вот, Сокращать. да. А когда вот продажи увеличиваются? Это выходные дни? Или по В праздникам? основном, да, в основном продажи очень сильно увеличиваются в пятницу, субботу. Мгм. Это два, скажем так, самых жирных дня. Мгм. Также праздничные дни, но в основном это для суши это праздничные дни, это 8 марта, 1 июня и также 1 сентября, кстати, неплохие продажи, и Новый год. Ну вот, допустим, если в самый такой тихий день, сколько в день можно совершить продаж?
плюс-минус? Самый тихий день в районе 50-60 заказов. Так, а если в самый такой... Самый жаркий. Жирненький. Именно на этой кухне? Ну, это же самая большая кухня. Не, она просто самая большая, но она не самая загруженная. Ну окей, да. давай, самая загруженная кухня. Самая загруженная, рекорд у нее был 300 заказов. 300 заказов в день. Сколько на сегодняшний день приносит одна точка? Так, одна точка, все, опять, это все зависимости, да. То есть, ну, в районе 20 миллионов она оборачивает при маржинальности 15-20%. Мгм. Вот, она дает, там, получается, ну, где-то 3 миллиона где-то можно будет, от 2,5 до 4 миллионов, в принципе, чистыми. Мгм. Да, если все грамотно подвести. У вас сейчас 6 точек. на сегодняшний У нас 6, у нас наших точек, прям, которые находятся у нас, это 4, мы одну еще открыли, отдали под управление, день. и одна точка у нас франшизная. Сколько на сегодняшний день будет стоить ваша франшиза? Смотри, в Алмате или же это Ну, в давай регионах? Алмату и регион. Ну, в регионах это, то есть это Алмата, это будет 7 миллионов тенге, это только, да, получается, купить, это Мгм. будет наш паушальный взнос. В регионах это будет 5 миллионов тенге, но, в принципе, будем смотреть, конечно же, Мгм. по городу, по охвату, сколько там других точек, уровень жизни этого города тоже очень сильно будет влиять на это. Но Алмата, Астана, это вот на сегодняшний день это 7 миллионов тенге. 7 миллионов. Да. Окупаемость одной точки на сегодняшний день. Окупаемость одной точки на сегодняшний день, она зависит на самом деле, в каком формате это будет открываться. У нас есть сейчас два формата, либо же это опять точка доставки как Dark Kitchen, либо же это зона с посадкой. Мгм. То есть зона посадки, она подразумевает собой чуть-чуть больше вложения, да, чем, Мгм. например, мы просто бы открывали кухню, когда это увидели. То есть кухни, если это Dark Kitchen, то и это в рамках Алматы, ну, от полугода до года можно уже купить Мгм. эту точку целиком. Здорово. Вот. Если же это же зона посадки, ну, от года до 2 лет можно будет купить. Ну, смотря в каком районе, если он, в принципе, он возьмет какой-нибудь жирный кусок, наш Мгм. будущий франчайзи, а может, да, то можно и до года, в принципе, даже зону с посадкой купить. Так, еще раз, какие вложения минимальные? Минимальное уважение, в принципе, человек должен, если он хочет с нами работать, он должен иметь от 30, ну, в районе 30 миллионов. 30 миллионов 30 за миллионов. небольшую точку, в которой Да, доставка. да, А с это посадкой включая сколько? паушальный взнос. Ну, еще миллионов 15 надо будет добавить, если это небольшая зона посадки. Но М. в чем фишка, да, зона посадки, она еще поможет добить аренду, закрыть и какую-то часть фото, да. Поэтому такой момент. Можно чуть вложить больше, но в долгую Мгм. это более выгодный проект на самом Так, деле. еще раз подведем итоги. За 30 миллионов я куплю свою точку где-то за полгода. Да, можно так сказать, да. Минимум, да? Да. А за 45 где-то год и полтора. Да, то есть от года до 2 лет. Да. Давай я тебе сейчас расскажу немного, как вообще этика поедания роллов правильная в Казахстане у нас. Давай. Это соевый соус. Так. Он необходим для того, чтобы... Это вот стандартный набор, да? Это который стандартный приходит, набор, который приходит к клиенту. Так. Соевый соус, он нужен для того, чтобы немножко разбавить вкус. Мгм. Он солененький, сладенький, скажем так. Он придает Ты как интересный, сомелье. да, интересный вкус Ага. роллам. Имбирь нам нужен для того, чтобы перебивать вкус, потому что, видишь, допустим, здесь два вида. Мгм. Если ты съешь сначала один и сразу потом второй, ты не поймешь вкус Вот второго. для чего. Да, имбирь нужен для того, чтобы перебить сначала вкус первого ролла и потом попробовать второй. Думал, что просто кладется как ингредиент, оказывается, для Мгм. перебивки. Васаби вообще нужен для того, чтобы обеззаражить, да, то есть если рыба у нас, получается, может содержать в себе какие-то Мгм. Бактерии. бактерии, да, то есть для этого васаби нужен, чтобы убивал эти бактерии. Также имбирь вообще тоже для этой цели служит, отчасти стерилизует, получается, и поэтому поедание ролла становится безопасным. Соевый соус используют разные люди по-разному, кому как нравится на самом деле, да, кто-то разбавляет васаби, накладывает имбирь. Мгм. Я же, например, сам кушаю, просто окунаю часть рыбы Мгм. в соевый соус, Так. стараюсь не делать так, чтобы рис не промокал, Мгм. и потом закидываю полностью весь ролл в рот, чтобы было
вкусно. Так, ну давай. Продемонстрируй. А я, насколько помню, делаю всегда вот так вот. А оказалось, что это не совсем правильно. Оказывается, имбирь для перебивки вкуса. Это неправильно, да? Или типа, это не Это по фэншую? один из, да, это не по фэншую, не по этикету, но большинство людей кушают так. Кстати, говорят, так кушают в Китае. То есть не в Японии, а в Китае. Именно так, как ты и съел. Друзья, нет слов. Понравилось? Сыр тает во рту, рыба очень нежная, рис той консистенции, которой надо. Реально очень вкусно. Кто ваши клиенты? Целевая аудитория? Наша целевая аудитория в основном это где-то 80% состоит из девушек в возрасте от 25 до 35. Мгм. Остальные это семейные Мгм. пары, то есть с детьми заказывают очень много пицц для детей. Также это корпоративные клиенты, Мгм. процентов 5, наверное, от всех заказов делают корпоративные клиенты, в основном в офисы заказывают. Вот, Мгм. и в принципе все. То есть в основном девушки В основном девушки, да. любят суши. Или парни заказывают для своих девушек, Мгм. скажем так. Здорово. Я так понимаю, на сегодняшний день у вас очень такая большая конкуренция. Как вот быть конкурентоспособным на сегодняшний день на рынке? Ну, всегда поддерживать хороший продукт, Мгм. потому что у нас действительно конкуренция хорошая, причем ребята, конкуренты делают очень хорошие роллы тоже, Мгм. и, соответственно, нужно как-то привлекать внимание, то есть количество заработанных денег — это количество привлеченного внимания, да, Мгм. сейчас есть тренд на эту фразу, и это действительно правда. Вот как хорошо ты поможешь, как насколько клиентоориентирован ты будешь, как ты упростишь жизнь людям, сколько пользы ты принесешь, от этого зависит, Мгм. придут они к тебе либо нет, да. Так, ну и выходящий вопрос. Как вы продвигаетесь на сегодняшний день? По-разному. У нас целая команда на аутсорсе Мгм. по маркетингу. Работаем с ребятами, мы просто транслируем наши ценности, Мгм. стараемся делать там красивые видеоролики, качественные, но при этом доступно и понятно объяснять, что мы нацелены на То то, есть социальные сети — сила. Да, однозначно, ну, лучше Инстаграм, конечно, и А что каналов лучше нет. работает? Вот социальные сети или сарафанка сейчас? Ну, сложно их как-то разделять. Мгм. Ну, социальные сети — это... Ну, вот представьте, да, вживую очень сложно сразу, мгновенно рассказать там 50 тысячам человек о том, что ты есть, ты здесь. Мгм. Инстаграм позволяет это делать, да, тот же сам можно обратиться к блогеру, у которого там 1 000 000 подписчиков, даже если из них 100 тысяч активные, Мгм. то есть просто выложить пост и заявить о себе на 100 тысяч человек вживую — это практически невозможно. Поэтому онлайн маркетинг — это очень мощная сила, поэтому всем, конечно, нужно идти туда. Вот скажи, самый интересный вопрос для наших зрителей, наверное, какая у вас на сегодняшний день оборотка? На сегодняшний день прям, ну ладно, прям актуальная Ну вот сейчас. актуальная, да. Хорошо. Ну, давай как у Дудя, да, прям цифра вот так вот сейчас упадет. Давай. Да, 115 миллионов Ежемесячно. месячно. Да, Так, а в год это сколько получается? за миллиард. За миллиард. Да. Чистая прибыль. 15-20%. Ну, 20 это еще редко, конечно, но 15-18 в этом ключе крутится. Мгм. Все То есть- зависит от... Вы опять-таки, даже какие заказы больше проходили в этом месяце, потому что это высокомаржинальные или, наоборот, низкомаржинальные. Цифры могут быть одинаковые по обороту, но маржа может гулять, да. Мгм. Вот это еще и закуп, например. Ну, то есть вот эти 15%, 15-20% вы оставляете чистыми и делите на троих, Нет, так понимаю. вообще мало вытаскиваем, на самом деле. Мы все обратно запуливаем. И, Опять бизнес, да, да? готовим много проектов, в принципе, которые требуют очень больших вложений. Какие планы на развитие? Планы, ну, ближайшие планы — это мы в 1-2 квартал следующего года планируем открыть ресторан. О, Мы к классно. нему очень давно идем, очень давно шли, не решались, не хватало средств, ресурсов. Вот, но сейчас мы уже готовы. Хотим сделать очень крутой и уютный ресторанчик, Ну, это где классно. можно будет отмечать мероприятия, Ага. праздники, ну и комфортно, уютно посидеть. Ребят, ну что,
Да. Ну и, Рекламка, приходите, будущий ну и, ресторан. конечно же, развитие франшиз. Ага. Мы понимаем, что у нас достаточно хороший, отработанный продукт, Ага. систематизированный, частично автоматизированный. Мы бы хотели, чтобы люди узнавали о нас вне города Алматы. Мгм. Вот, поэтому планы еще по развитию франшизы тоже. Крутые планы. Ребят, нужна франшиза? Обращайтесь. Ага, инстаграмчик, пожалуйста, пишите. Ребят, спасибо большое, что пригласили в гости, рассказали про ваш крутой бизнес. На самом деле у вас очень крутые суши, крутая концепция. И желаем вам продвижения, чтобы о вас знал не только весь Казахстан, но и за пределами. Вот. И по традиции в конце можете дать какой-нибудь совет начинающим предпринимателям, как им идти, с чего начинать, или, не знаю, в чем секрет успеха? Приносить пользу людям, не забывать про продажи, маркетинг, про то, что продукт должен быть качественным. Вот, я думаю, что именно эти принципы мы их придерживались, и у нас какие-то хорошие результаты начали получаться. Мгм. И не думайте открываться в нашем сегменте, иначе мы вас едим. А лучше всего покупайте у нас франшизу, и тогда вы получите бизнес под ключ полностью. И также каждому, кто посмотрит это видео, мы хотим подарить 10% скидки в течение месяца по промокоду «Бизнес по-казахски». И конкурс. Мы еще хотим разыграть ножи. Ножи японские, называются Самура. Вообще классные ножи у нас сами дома, такие ножи. Кто любит готовить, я думаю, и вообще ценит себя. Я думаю, они знают, что такое ножи Самура. Они крутые. Это, получается, набор из двух ножей. Это один универсальный шефовский нож и второй маленький кухонный. Такой, знаете, для овощей и нарезок таких. Вообще нож просто выше класс. И мы хотим как его разыграть. В комментариях вы должны будете написать, почему вы любите пика-пика. И сам лучший комментарий получит этот нож. Мы лично привезем этот нож, потому что с вас еще 100 тенге для того, чтобы вы остались с нами дальше. Хорошо? Монеткой. Ребят, я думаю, уже все домохозяйки активно пишут креативные комментарии, за что же они любят пика-пика. Ну а я вам советую подписываться на наш канал, ставить лайки и кушать самые вкусные суши нашего города. Пика-пика.